Госдеп объявил, что его спикер, легендарная Джен Псаки, уходит в декрет. Когда у самой Джен спросили, от кого она беременна, то по привычке та сначала опустила голову в своей записи, потом сказала: точно не могу сказать, сейчас поднимусь в офис и уточню. Впрочем, это анекдот. Впрочем, про Псаки анекдотов ходит много. С 1 апреля Псаки идет на повышение и становится официальным представителем Белого дома. Это не анекдот. Принцип отрицательной селекции работает. Но представляю, как будут ломиться журналисты на ее брифинге. Аншлаг гарантирован. Коллега из Associated Press Мэтт Ли, который, как многие думают, откровенно троллил Джен Псаки, узнав, что она из Госдепа уходит, сказал ей: «Джен, мы будем скучать». «Мэтт, у нас есть еще 6 недель», — с оптимизмом ответила Псаки. Да, оптимизма ей не занимать. А я считаю, что и Мэтт Ли отнюдь не троллил Джен Псаки, а давал ей возможность показать всем, с какой легкостью и даже беззаботностью надо справляться с ситуацией, когда ей абсолютно не владеешь. В этом ведь тоже искусство. Когда Псаки сообщала, что газ в Европе течет с запада на восток, то потом не кусала ногти и явно не рвала на себе волосы. В следующий раз выходила с шикарным маникюром, безупречно уложенной прической и по-прежнему обаятельно говорила об избирательных каруселях, ровным счетом не понимая, что произносит. Потом, с обезоруживающей прямотой, решительно признав собственное невежество, покидала журналистов с видом победительницы. Но ведь и каждый слушатель Псаки чувствовал себя победителем. Мол, какой я умный, что вижу, какая тупица пресс-секретарь Госдепа США. Если честно, то многие ли люди рядом с нами способны доставлять удовольствие такого рода? Как и удовольствие посмеяться над анекдотом о них. Псаки, мы отправим флот к берегам Белоруссии. Народ все понял. И в обыденном сознании уже неотличимо, что она говорила, а что она о себе провоцировала. Ее любили и наделяли разными образными, как сейчас модно, позывными. Огненная Дженнифер, милашка Дженни, солдат Джен и даже Джен Тоник. И вот уходит в декрет. Но декрета в Америке нет. И это не анекдот. В нашем понимании декрет – это по 70 дней оплачиваемого отпуска до и после родов, а затем 1,5 года оплачиваемого отпуска по уходу. Плюс еще отпуск до 3 лет ребенку с сохранением стажа и рабочего места. В Америке на роды лишь 12 недель без оплаты, и все. Поэтому-то американки тянут на работе до последнего, чтобы хотя бы месяца 3 побыть с новорожденным, а потом опять к станку. Джен Псаки рожать в июле. Посмотрим, какой график себе выберет она. Так или иначе, у своего будущего мужа Джен вызвала стартовый интерес, когда тот, будучи еще просто коллегой, позвонил ей спросить дорогу, а она с легкостью необыкновенной отправила его в противоположную сторону. Потом даже не смутилась. У каждого человека, которого мы встречаем в жизни, есть чему поучиться. Когда Джен поднималась на трибуну в одном сапоге, то училась жить без комплексов. Когда порола явную чушь про какие-то якобы рассекреченные мутные спутниковые снимки территории Украины или не знала, как объяснить бегство украинских солдат на территорию якобы вражеской России, то Псаки неизменно излучала уверенность, что Америка всегда права. Ведь ее страна не может быть неправой. Разве не поучительно для граждан и других стран? Ожерелье из тяжелых камней, прямой взгляд и способность привести аудиторию в полное замешательство – это Псаки. Ее шеф Джон Керри, по опросам американцев, худший госсекретарь в истории США. Заслуга самого Керри, да, и вклад Псаки весом. Яркая фронт-вумен, символ и показатель уровня американской дипломатии. Не очень озабоченный деталями истории и вообще фактами – это Псаки. Наконец, достижение цели, пусть даже сделав себя смешной, это Псаки. Ее технология брендирована псакинг. Это уже в словарях. Но когда кто-то занимается псакингом, то выходит куда грубее. О том, как, наш следующий материал. Антон Лядов.